С каждым годом события Великой Отечественной войны отдаляются все дальше и дальше во времени, становясь для молодого поколения обычной историей. Восстановить их и не забыть помогают труженики тыла. В преддверии Дня Победы заслуженные ветераны охотно делятся воспоминаниями с молодым поколением. Сюжет из Усть-Мая Юрия Таюрского. С 9 лет работала в колхозе «Путь коммуны» в наследии Кюбца Усьмайского района Прасковья Матвеевна Адамова. Наравне со взрослыми, в основном со стариками, выполняла она всю сельскохозяйственную работу. Косили и убирали сено, ухаживали за скотиной, выполняли всю повседневную работу. Сначала нас заставили работать до капусты на картошке, а потом 10 лет было нас учили сено косить, собирать. И с тех пор мы, пока я оттуда не ушла, каждое лето в каникулы летние, все время со взрослыми вместе работали. Она вспоминает, что в колхозе во время войны не было ни электричества, ни техники. Всю тяжелую работу они выполняли вручную. Выращенный на полях урожай, а также всю другую сельхозпродукцию сдавали государству и отправляли в соседние золотодобывающие старательские артели. В колхозе очень трудно было от одной коровы. Если корова хоть сколько детей, это в семье, 3 килограмма топленое масло они требовали, чтобы сдавали в магазин. С магазина вот золотарям на переска отправляли. Прасковья Матвеевна всю свою жизнь отдала сельскому хозяйству. В послевоенные годы выучилась на бухгалтера и более 20 лет отработала в совхозе «Усьмайский». Активно занималась общественной работой. Около 15 лет была старостой хора «Ветеран». Она и до сих пор ведет активный образ жизни, участвуя во всех проводимых районных мероприятиях. Юрий Владимир Таюрский, НВК СХ, Усьмайский улус.